На сегодняшний день в республике работают 3 лаборатории по молекулярной диагностике. Одна в республиканской СЭС и 2 районные в городах Гагра и Очимчира. В лабораториях проводят ПЦР-исследования на COVID-19. Новый график работы лабораторий был разработан специалистами Минздрава заблаговременно. Учитывая то, как быстро распространяется новый штамм омикрон, вероятность того, что часть сотрудников может заболеть, была высока. Поэтому на сегодняшний день мы, в принципе, справляемся с ситуацией. Потоки правильно перераспределены. Значит, Абжуйская Абхазия исследует биоматериал в Очимчирской лаборатории, в Зыбской Абхазии, в Гагарской лаборатории. Биоматериал, который собирается по сухому, значит, исследуется в головной Сухумской лаборатории. Просто раньше основной биоматериал поступал в головную лабораторию. Опасений по поводу того, что биологический материал пациентов, которые нуждаются в ПЦР-диагностике, не будет диагностирован, таких опасений на сегодняшний день нет. Как известно, омикрон относительно новый штамм. Учитывая скорость его распространения, в первую очередь на анализы принимают беременных женщин, пациентов старше 60 лет, а также больных с высокой температурой, которая держится несколько дней, независимо от возраста. Приоритет в тестировании пациентам 60+. Это не значит, что высокотемпературящий с выраженной клинической симптоматикой пациент более юного возраста, ему будет отказано в тестировании. Ни в коем случае. Другая часть пациентов с симптоматикой, менее выраженной, она диагностируется экспресс-диагностикой. Насколько чувствительны тесты, которые мы применяем в нашей лаборатории по молекулярной диагностике ПЦР и с использованием экспресс-диагностики на антиген в случае с выявлением штамма коронавируса, именно омикрон. Омикрон – это тот же коронавирус, но другой штамм этого вируса. Поэтому чувствительность тестов остается прежней. Мы ранее выявляли дельта-вирус и уханьский штамм первичный, классический. На сегодняшний день наши тест-системы также улавливают и омикрон. Поэтому в этом плане никаких опасений у наших граждан быть не должно. И экспресс-диагностика, которую мы на сегодняшний день применяем, используем мы качественные экспресс-тесты. Специалисты подчеркивают, что очень важно своевременно сдавать биоматериал на ПЦР и экспресс-диагностику. Эффективнее всего это делать на 3-й день после обнаружения симптомов, так как именно в этот период вирус начинает активно выделяться. По поводу направлений. Участковые врачи или врачи поликлинического звена хотим обратить еще раз внимание наших граждан на то, что не выдают направления на повторное тестирование тем пациентам, которые были уже положительны по ковиду. То есть определен период самоизоляции, это 10 дней при омикроне, и пациент по истечению этого времени, имеется в виду пациент с легким течением, бессимптомным течением, такой пациент после 10-дневной самоизоляции может выходить в социум, не нуждается во вторичном тестировании. Исключение люди с иммунодефицитом, с более тяжелым течением болезни, а также при возникновении экстренных ситуаций, когда необходимо повторное тестирование на наличие вируса. Специалисты предупреждают, если большая семья без симптоматики захочет пройти тестирование на COVID-19 в один день, им также будет отказано. Также хочу заметить, если в семье, которая находится в одном пространстве, 1, 2, 3 члена семьи уже положительны, то понятно, что и у других членов семьи тоже ковид. Конечно, к ним может присоединиться какая-то другая инфекция, но если у них выражены клинические симптомы ковида, и без тестирования понятно, что они будут положительны. То есть не должно быть дополнительного ажиотажа, и члены семьи должны это принять и понять. Если они не изолировались от своего положительного родственника, то они тоже, скорее всего, будут положительны. А если у них уже есть выраженная симптоматика, то такого пациента мы воспринимаем как ковид положительного, лабораторно неподтвержденного. В случае, если на 3-й день возникновения симптомов ПЦР пациента отрицательная, но при этом в последующие дни у него остается ярко выраженная клиническая симптоматика, такие как высокая температура и другие, его необходимо вторично тестировать на 5-е и 7-е сутки. Матуа добавила, что всем пациентам, нуждающимся в диагностике, будет оказана своевременная помощь. Медики утверждают, что люди, которые привились или уже переболели другими штаммами COVID-19, штамм омикрон переносят гораздо легче. Течение болезни первичной
обычных пациентов проходит сложнее. Специалисты вновь обращаются к населению с просьбой соблюдать все необходимые меры предосторожности, не забывать о масочном режиме и соблюдать дистанцию, так как в Абхазии существуют и другие штаммы коронавируса. Гугуца Вардания, Абхазское телевидение.